России продолжается декларационная кампания. Не позднее 30 апреля этого года необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2020 году. Обсудим детально вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Аделина Кузьмина, начальник отдела камерального контроля номер 3 Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан. Аделина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ждем подробностей. В чем особенности декларационной кампании 2021 года? Граждане, которые получили доходы в 2020 году, обязательно должны отчитаться. Все мы привыкли, что работодатель удерживает уже у нас заработные платы НДФЛ. Однако есть такие особенности, когда вы продали квартиру, машину, гараж или в аренду сдавали имущество, необходимо по этим доходам отчитаться. Кроме того, в обязательном порядке представляют декларацию индивидуальные предприниматели на особом режиме, адвокаты, нотариусы, медиаторы, иные лица, занимающиеся частной практикой. Как вы уже сказали, срок представления декларации не позднее 30 апреля. Давайте поговорим про самозанятых. Это новая категория, которая появилась в прошлом году в Башкортостане. Что здесь главное? По поводу самозанятых. Если граждане зарегистрировались в качестве самозанятых в прошлом году, поскольку республика уже перешла на почти год, с хвостиком граждане могли зарегистрироваться в качестве самозанятых и отчитываться о своих доходах. Какие огромные плюсы? Во-первых, не нужно сдавать декларацию, если вы отчитывались в прошлом году ежемесячно. Самозанятых у нас в республике, которые зарегистрировались и работают на территории республики, порядка уже 38 тысяч. Причем очень удобно, что не нужно им платить 13%, а все-таки доход облагается 4%, если самозанятый оказывает услуги физическому лицу. А вот если он оказывает услуги индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, то здесь процентная ставка немножко увеличивается и составляет 6%. Согласитесь, очень удобно. Согласна, да, полностью. Расскажите, пожалуйста, про налогоплательщиков, чей доход превышает 5 миллионов рублей, вот у кого 15% составляет налоговая ставка. Какие новшества здесь? Да, действительно, очень много у нас поступает вопросов по поводу 5 миллионов. С 2021 года теперь существует прогрессивная ставка налога. О чем это говорит? Это говорит о том, что если доход у гражданина превышает 5 миллионов рублей, то ставка изменяется и составляет 15%. Однако законодатель предусмотрел переходный период, то есть 2021 год и 2022, доходы будут считаться налогооблагаемые по отдельным ставкам, имеется в виду, например, зарплата, которую мы получаем, работодатель будет отслеживать, пока она не достигнет 5 миллионов. А сверх 5 миллионов начнет уже удерживать по ставке 15%. И хочу обратить внимание, что теперь работодатели будут отчитываться вот по этой сумме свыше 5 миллионов, будут платить налог на совершенно другой КБК. Для чего это сделано? Потому что эти налоги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, на закупку дорогостоящего оборудования, на средства реабилитации и так далее. И вернусь к 5 миллионам, к ставкам. Почему я сказала, что у нас был переходный период? Будет переходный период, потому что, например, по зарплате будет считаться 5 миллионов отдельно по дивидендам будут считаться 5 миллионов, отдельно будут считаться доходы, например, полученные от размещения ценных бумаг. То есть это пока будет считаться так. Но спустя, например, начиная с 1 января 2023 года, доходы уже будут аккумулироваться, суммироваться. То есть зарплата плюс дивиденды плюс и так далее. И будут рассчитываться свыше 5 миллионов уже в совокупности. Вот. И есть такие, поскольку у нас сейчас декларационная кампания, хочу сразу оговориться и сказать, что есть 3 исключения, по которым, если будет доход превышать 5 миллионов, ставка будет оставаться прежней, 13%. Это если вы продали недвижимость, то есть неважно за какую сумму, всегда будет 13%. Если вам подарили имущество, имеется в виду, что не только недвижимость, автомобиль, транспорт и так далее, то есть имущество. И если вам подарили имущество, но тут есть исключение, ценные бумаги и страховые выплаты.
То есть вот этот момент, вот эти 3 вида доходов, они будут также оставаться, облагаться по 13%. Есть ли какие-то нюансы для собственников банковских вкладов? Кстати, еще давайте вернемся к прошлому вопросу, потому что есть такая там особенность. Я бы хотела сказать, что по вот этим 5 миллионам гражданам не нужно представлять доходы, полученные у других работодателей, потому что налоговый орган в 2022 году получит эти сведения у банков, самостоятельно рассчитает налог, то есть не нужно переживать, а самостоятельно рассчитает налог. И в 2022 году только до 1 декабря вместе с имущественными налогами вот эта сумма будет отражена в квитанциях, в уведомлениях. Угу. То есть оплатить нужно будет налог за 2021 год только в 2022 году до 1 декабря. Что касается банковских вкладов, да. По поводу банковских вкладов. Действительно, также много вопросов по поводу того, как будет облагаться, как гражданину смотреть, вот если у него, допустим, какой-то есть вклад, и у него там, допустим, 1 000 000 рублей или более, как будет облагаться процентный доход. Я бы хотела остановиться на необлагаемом процентном доходе. В этом году эта сумма будет составлять 42 500 рублей. Как она считается? Это берется 1 000 000 рублей и умножается на ставку Центробанка на 1 января 2021 года. Она у нас составляет 4,25. То есть поэтому мы получили вот эту сумму 42 500, которая, это будет необлагаемый доход. Допустим, Иванов Иван Иванович получил при размещении денежных средств на счетах, получил такой процентный доход в размере 52 500. Мы вспоминаем 42 500, вычитаем, и получается доход, который подлежит обложению, составит 10 тысяч. Мы его умножаем на 13%, и 1300, вот этот доход будет, получается, оплачен гражданином. Причем также, когда мы получим сведения из банков, мы рассчитаем самостоятельно и информацию представим в уведомлениях. Вы достаточно подробно рассказали, кто должен отчитаться по декларациям. Да? Расскажите, пожалуйста, в какой форме это можно сделать, какие способы существуют и насколько развит вот электронный формат? По поводу формы, она в прошлом году изменилась приказом ФНС. В августе, 28 августа ФНС России утвердила новую форму и порядок заполнения. И гражданам, которые получили доход в 2020 году, нужно отчитаться по новой форме. Существенных изменений там не произошло. Единственное такое положительное новшество, которое заинтересует граждан, то, что если раньше заявление писалось отдельно на возврат вычетов, например, социальных, имущественных, то сейчас они прошиты именно в эту форму декларации 3 НДФЛ. Согласитесь, это будет очень удобно. Что касается электронного формата, то я рекомендую зарегистрироваться, если у кого еще нет личного кабинета. Декларацию также можно подать через личный кабинет, приложить подтверждающие документы, подписать цифровой подписью. У кого ее нет, ее можно прямо в личном кабинете сгенерировать и подписать этой цифровой подписью. Достаточно удобно. И второй вариант, если у кого-то пока нету личного кабинета, то можно скачать на нашем сайте www.nalog.ru в разделе «Программные средства» налоговую декларацию. То есть программное средство декларация. И также заполнить ее и представить нам. Сроки уплаты налогов. По поводу уплаты налогов, повторюсь еще раз, сроки представления декларации у нас не позднее 30 апреля, а вот срок уплаты немножко сдвинут. Уплатить налоги, заявленные в этой декларации, необходимо не позднее 15 июля. И вот 16 июля будут начисляться пени. Обратите внимание, что, вот, допустим, если вам необходимо уплатить примерно, допустим, 100 тысяч рублей, то за каждый день просрочки будет начисляться пени в размере 14 рублей. Если это будет месяц, в течение месяца не уплатили налог, то уже размер будет более 400 рублей. Поэтому необходимо уплачивать.
Угу. Ну и если коротко, в завершении программы, какие еще, кроме пений, существуют штрафные санкции для неплательщиков, о чем нужно знать? Что будет с ними, если они не уплатят налоги? Ну, смотрите, если мы в рамках камеральной проверки обнаружим о том, что не отчитался гражданин, конечно, здесь будут штрафные санкции в размере 20% от подлежащей к уплате суммы. Кроме того, если декларация будет представлена позже, то здесь минимальная сумма штрафа 1000 рублей, а потолок ограничивается 30% от суммы, подлежащей к уплате. Спасибо вам большое, что вы так подробно рассказали и достаточно интересно нашим телезрителям о декларационной кампании этого года. Ну и скажем, что по любым вопросам можно обращаться либо непосредственно в налоговые, да, ну, либо на сайте получить информацию. Да, я бы хотела озвучить телефон горячей линии, если можно. Да, конечно. 8 800 7 двоек. Достаточно простой телефон. Легко запомнить. Спасибо большое, Аделина. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была начальник отдела камерального контроля номер 3 Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Аделина Кузьмина, и мы говорили об особенностях декларационной кампании этого года. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.